нам не дали никакого ответа. Ну, то есть, ну, там, может быть, выбрали 10 заведений, если знаете, вообще в Кыргызстане более 5000 точек общественного питания. И опросить 10-20, это ну, ни о чем, скажем так. Да, если взять весь рынок, грубо говоря, да, 50% у нас курящие заведения, есть 50% не курящие. Но даже если вы по бюджету посчитаете, даже если они все сидят на контракте, в среднем 30 000 сомов в месяц, 30%, если не потерять выручку, это в сотни миллионов сомов уже оплата по налогам. То есть вот этот момент тоже нельзя забывать. И как же все-таки, я смотрю на эту ситуацию, нужно, опять же, иметь методологию. Просто запретить все нельзя, но не работает у нас, это не будет работать. Опять же, сейчас начинается турсезон. А далее контролировать это правоохранительным органом. Но извините, если наши миссионеры видят, туристы, курящие в положенном месте, он видит 5500. Сходу, вот и все. При зарплате 8 000 сомов, да? Да, мы встречались действительно с правоохранительными органами, с многих, с ГКНБ, с МВД, с пограничниками и так далее. Они, честно признаюсь, озвучили свои боли. Одна из них, действительно, эта боль, это низкооплачиваемость. Почему это и получается? Здесь момент коррупции, если честно, напрямую. И мы более 100% даю, ну, не будет того эффекта, которого они ожидают. Методологию поменять, ценность в глубины сознания человека залезть и дать там вот эту изюминку, зернышко посадить, вот на это нужно давить. Если честно, открыто говорю, я не курю и никому не советую. Моя супруга курила 5 лет. Прежде чем мы решили завести ребеночка, она мне сказала, я завтра брошу курить. Я ей сказал, ты 5 лет курила, ты не бросишь. Не поверите, но бросила. Ценность ребенка. Вот до вот этого, если достучаться, до сознания человека, вот тогда мы это и победим. А вот так вот тут нельзя, ну так как не будет. Вы обращались в правительство, в парламент? Честно скажу, мы встречались, писали 2 или 3 года назад, я прям встречался с депутатами, которые не сфере. Вот знаете, вот прям ксерокс каждый год поднимать этот вопрос, поднимать, и все заново. И вот приходится встречаться, делать пресс-конференции. Встречались, еще будем писать, еще будем встречаться. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Пожалуйста. Есть заявки, журналист? Прошу вас, представьтесь. Одним из документов инициаторов является то, что работающий персонал страдает от курящих людей и так далее. Да? Вот что вы можете сказать по этому поводу? То есть оплачивается ли им за вред работы, да? Например, там, где курят кальян, скажем, и так далее. То есть, в принципе, по поводу вреда для персонала, вы можете прокомментировать? Вот, действительно, хороший вопрос как раз и задали. Нужно определять методологию. Во-первых, если сотрудник устраивается на работу, он некий документ должен подписать, что я согласен, что я буду получать вред. Окей, если там правительство также обяжет этим законом, что нужно доплачивать таким, окей, вариант. Понимаете, это как раз таки методология, а не как вот запрет. И то, что, конечно, заведение должно улучшить свою вентиляцию, чтобы действительно он меньше вреда получал. Вот это и есть методология. А вот так запрет все нам нельзя, ну не будет это работать. Спасибо. Еще вопросы журналиста, пожалуйста, прошу вас. Пожалуйста, прошу вас представить. Александр Андреевич, Спутник Кыргызстан. Скажите, пожалуйста, в вашей организации сколько заведений относится? Смотрите, заведений у нас больше 50, но это, как правило, все ведущие. Честно признаюсь, я сам просто 19 лет в данной сфере начинал с официанта, бармена, администратора и пошло. Действительно, очень большой круг людей я знаком. Вот все здесь присутствующие, также рестораторы, ательеры, мы с ними знакомы уже 20 лет. Я как раз таки, возможно, объяснить, за этим законопроектом, возможно, еще объединить еще большее количество рестораторов и ательеров. 50 заведений пришли. Больше. Да. И все они выступают против. Вопрос не то, что вы спросили, сколько в ассоциации. Нет, в этой ассоциации из этого списка есть те заведения, которые вообще не курящие заведения. Вот полностью не курящие. Если вы действительно посмотрите на реалии, на рынок, рестораторы, ательеры открываются, они на закон смотрят, можно, нельзя. Они открывают, и они сами считают, можно сделать это курящим или не курящим. Вот все. Это право выбора. Можно Спасибо. Пожалуйста, прошу вас. Можете вот конкретно назвать, какую альтернативу вы предлагаете, да, вот какие изменения вы сказали, чтобы предоставить возможность самим рестораторам выбирать. Возможно, это не пройдет, да? Может быть, есть какая-то альтернатива, которая бы устроила все стороны? Смотрите, первое, конечно, это возможно даже акциз. Ну, не акциз имеется в виду лицензия. То же самое, как на алкоголь, это первое. Второе, возможно, наше заведение обязать, чтобы они вешали некие лого. То есть курящие у нас не курящее заведение. Это 2. И второе, конечно, если есть курящие, то обязательно обесточить, чтобы не было и для некурящих мест, куда они могут посидеть. Но, опять же, чисто логически, с детьми я не пойду в те заведения, где курят. Это Спасибо. логика.
Спасибо. Есть вопрос? Можно два слова? Пожалуйста, два слова. Дополнение. Дело в том, что когда мы говорим о том, что аэропорты должны иметь возможность создания вот этих специальных помещений, мы абсолютно не говорим, что они обязаны это сделать. Это то же самое относится к ресторанам. Каждый аэропорт, каждая администрация – это абсолютно нормальный, экономически развивающийся, хозяйствующий субъект. И он сам должен решить. И поймите правильно, создание таких залов, да, в ресторанах или помещений в аэропортах – это достаточно большие финансовые затраты. Вот. И они не ложатся на плечи государства. Понимаете, это не какие-то дополнительные контрольные там, сотрудники там, или мероприятия. Это все должны взять на себя хозяйствующие субъекты. Мы только говорим о том, что дайте им право выполнять вот эту миссию, да, предоставления тех или иных качественных услуг. Можно еще одно Да, пояснение вот да, на пожалуйста. вот этой девушке. Значит, смотрите, вот та ситуация, которая сейчас есть в виде предложения Республики Кыргызстан, она была в России. Такое предложение Федерация ресторанов и ательеров выдвигала. Идея такая: есть курящие рестораны, ну на тот момент, и не курящие. Чек в некурящих ресторанах на 30% меньше. Ну там не берут алкоголь ни под сигару, под сигареты и так далее. Меньше десерта. Мы предлагали следующее. Давайте в тех ресторанах, которые хотят сохранить у себя курильщика и стал быть повышенный чек, давайте вот здесь 80 квадратных метров, 50, 100, мы облагаем каждый квадратный метр условно 10 рублями, 100 рублями, неважно. И вот забрав эти деньги в качестве лицензии за право курения в курящем ресторане, отдаем эти же деньги тому ресторану, который говорит: мы не будем курить, у нас будут есть дети, беременные, девушки и так далее, подростки. Вот такая идея была, она всех уравнивала, но, к сожалению, не прошло. Сейчас мы вчера поужинали в одном зале ресторана, перешли в другой зал ресторана и покурили там совершенно спокойно, как белые, свободные, честные и очень довольные жизнью в Кыргызстане люди. Пожалуйста, сохраните эту возможность этого выбора. Это очень важно для человека, который внутри хочет себя ощущать свободным и комфортным. Сохраните это, найдите механизм денежный, экономический, коммерческий, законный, какой угодно. Но это сейчас вас отличает от многих других. Не потеряйте это замечательное отличие в борьбе за очень хорошую цель, здоровый образ жизни.